Если бы лесозавод был городком, то это был бы моногородок со своим градообразующим предприятием Сыктывкарским ЛДК. Но это в советское время. В век тлетворного влияния капитализма ЛДК – компания экспортная. 95% ее продукции уходит за рубеж. Китай, Италия, Африка – до своих лесозаводских руки пока не очень-то и доходят. Депутаты решили узнать, почему. То есть сегодня пока еще социального партнерства не выстроено, да? Не формализовано, оно выстроено. Не формализовано. А вот как документ, он в стадии обсуждения. Ага. А что в планах? В планах завод развить нам надо в 2 раза. Так. И, скажем так, все остальное пойдет увеличение всяких партнерских программ. Партнерских программ, да. Там, где у предприятия сырьевая база в Усть-Коломском районе, впрочем, социальную поддержку от лесопромышленников ощущают. Не так давно СЛДК взял шефство над сельским детским садом, содержит местную дорогу. Лесозаводу такая поддержка тоже бы не помешала. И она будет, уверяет руководство компании. Мы вот, мол, только мощность увеличим вдвое. Статус приоритетного инвестиционного проекта позволяет сформировать дополнительные участки леса без аукциона, с 50% скидкой за аренду леса на период окупаемости проекта. Это, скажем так, то, что нам декларировано законом на сегодняшний день. А по факту это увеличение мощностей производства, экономики и развития. Шефство над своими детскими садами лесозаводский ЛДК пока не взял. Некоторым совсем новым оно, правда, и ни к чему. В этом с номером 4 сами четко следят за всеми нюансами. Здесь есть даже свои дворники, что нынче большая редкость. По безопасности хорошее ограждение, есть видеонаблюдение, все пожарные установки имеются, то есть полностью выполнена вся безопасность. Инцидентов, подобных прошлогодним, когда на малышей с крыши детского сада свалилась глыба снега, уверяют в городской администрации, больше не будет. Сегодня практически везде вовремя чистят крыши, козырьки, игровые площадки. В этом году выделены деньги на очистку кровли и управление дошкольного образования, хотя и тогда не контролировали, но некоторую неточную информацию руководитель детского сада дала. Они еженедельно, письменно, под роспись директора детского сада отчитываются, что условия на территории безопасные. Но вот вы побывали сегодня, увидели, что все почищено, все в порядке, игровые комплексы вычищены, ну и в детском саду тоже и температурный режим, и световой режим соблюдаются, то есть все требования Санпина соблюдаются. Все требования соблюдают и представители молодежного парламента и Федерации автоспорта Коми. В лесозаводе они взялись за обустройство местного стадиона. Зимой здесь прокладывают гоночную автотрассу для супершипа, летом обещают сделать площадку мультикомплексной. Возле отремонтированных трибун возникнут баскетбольные кольца, натянут волейбольную и бадминтонную сетку, появится картинг. Если, конечно, городская администрация позволит арендовать поле на 20 лет. Это наша концепция, чтобы стадион был доступен для бесплатного посещения пешеходов. Потому что, видите, Жителей. Пешеходов, всех жителей города Сыктывкара, все сюда могут приезжать, потому что здесь, вот, например, планируют, ряд инвесторов приходят и предлагают нам сделать здесь детский канатный парк и так далее. Но у нас, к сожалению, пока с администрацией не подписано на долгосрочной основе. Об этом речь и была сейчас, да. Да, они обращались уже 6 раз. мы с Минэком прорабатывали несколько финансово-экономических схем, и по итогам расчетов выяснилось, что меньше 20 лет нерентабельно. Мы 10 лет будем вкладывать и 10 лет планируем окупать все эти вложения. Контроль и проверка объектов – это, конечно, большой плюс к депутатской работе, но основная их миссия все же прямой контакт с избирателями. А вопросов у жителей лесозавода сегодня хватает. И первоочередной – новая поликлиника. Поликлиника разваливается, вы зайдите туда, страшно. Это 19 тысяч, больше 19 тысяч человек в такой поликлинике. Я приехала сюда в 1965 году, маленькая девочка, эта поликлиника уже была. В условиях нынешнего бюджета на 2018 год было нереально включить деньги на проектно-сметную документацию. Но что мы на сегодня имеем? Во-первых, вопрос с землей, как я понимаю, решен. Да, земельный участок выделен. Так. Теперь кадастр сделан. Вот видите, как вы хорошо патронируете этот вопрос. Да. На ближайшую перспективу, самая ближайшая перспектива, это проектно-сметная документация в 2019. Импровизированным
Главный выездной штаб депутатского десанта разместили в местной школе. Самую большую нагрузку приняла на себя секция коммуналки и ЖКХ. Людей интересовали условия программы переселения из ветхого и аварийного жилья, очистка подъездных путей и ремонт водоотводов. Мы сегодня проехали, это после тех снегопадов, которые были, везде дороги почищены, подъезды есть. Другое дело, что летом, конечно, возникают, и у нас есть обращения, в том числе по подъездам к некоторым социальным объектам. Конечно, мы этот вопрос будем решать. Безопасность – главное, что волнует жителей местечка Лесозавод. И хорошая новость в этом смысле прозвучала. В ближайшее время новоселье здесь правят, наконец, участковые. Городская мэрия все-таки нашла помещение под пункт базирования полиции. А значит, порядка, пожалуй, в самом пролетарском районе города станет больше. Максим Васильев, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывкар.